Конец января, а значит впереди у аграриев много хлопот. Сельхозпредприятия готовятся к весенней посевной кампании. В свою очередь Минсельхоз проверяет наличие семян в государственных унитарных предприятиях. На очереди ОПХ «Нестеровская». В этом году они отвели на посев яровых культур 1000 гектаров. Для этого им необходимо около 35 тонн семян. Здесь наличие семян овса. Полностью хозяйство само себя обеспечивает и излишки продает другим хозяйствам. По овсу мы полностью обеспечены. Если говорить о поздних культурах, яровых, сева, поздних культурах, обеспеченности семенами, у нас также, можно сказать, процентов 70-80 у нас есть эти семена в наличии, но тут надо обозначить, что мы работаем с поставщиками Агрохимшелково, у нас полностью законтрактовано семена, частично мы уже их завезли, остальные буквально в течение 2-3 недель полностью завезем, и 100% у нас будет обеспеченность по кукурузе. Всего в республике более 70 тысяч гектаров плодородных земель, отведенные под посев озимых и яровых культур. С начала осенней посевной кампании республика полностью перешла на отечественные семена зерновых, и их же планируют использовать весной. В ходе грядущей посевной кампании аграрии намерены засеять кукурузой, подсолнечником, ячменем, соей и овсом порядка 40 тысяч гектаров. Из них у нас львиная доля приходится на кукурузу, это 20 тысяч гектаров. 4,5 тысячи гектаров у нас запланировано ярового ячменя, 450 у нас овес идет у нас, и хотелось бы и соя тоже у нас, то есть технические культуры у нас тоже запланированы, и соя, и горчица. То есть у нас проблем по обеспеченности семенами и на ранний, и на поздний яровой сев нет никаких проблем. Полностью все у нас законтрактовано. То, что мы завезли, уже завезли, а то, что у нас по контракту уже поставляется, мы полностью все это закрываем. В общем, для засева яровых Ингушетии потребуется около 500 тысяч тонн семян разных культур. 60% из них местного производства. Это элита и первая репродукция. При выборе сортов учли климатические условия республики. Кукуруза краснодарская 402, овес Десант и горчица Радуга. По заявлению Минсельхоза, отечественные семена показывают лучшие результаты по сравнению с зарубежными аналогами. Раньше у нас применялись сорта, импортные сорта, но они себя здесь не оправдывают, потому что они не районированы, как наши отечественные семена. А отечественные семена у нас очень хорошего качества, оригинал, элита, суперэлита, элита, первая репродукция. Раньше мы брали американскую селекцию «Пионер», да, но это, урожаи неплохие, но с точки зрения экологии это генная инженерия, геномодифицированный продукт, поэтому мы от него уже отказались, у нас полностью отечественная селекция идет. Озимыми под урожай в прошлом году засеяно 28,5 тысяч гектаров. Больше всего земель отведено под пшеницу – 16 тысяч гектаров, ячмень – 8 тысяч, и рапс занял более 3 тысяч гектаров территории. Сорт пшеницы выбрали Алексеевич, что показывает неплохую урожайность. На полях уже взошли первые ростки культуры. Агрономы говорят, что начался процесс кущения, что говорит о возобновлении роста и развития после сильных холодов. В прошлом и позапрошлом году высаживали, и эти сорта, они себя неплохо показывают. Урожайность неплохая. Они районированные сорта, и неплохие урожаи дают. В прошлом году глава региона в целях продовольственной безопасности поручил Минсельхозу удовлетворить потребность населения в овощах на 70%. Для осуществления плана было посажено более 400 гектаров земли овощами открытого грунта. В 2023 году эту цифру планируют увеличить. Глава поставил нам задачу довести его
до 1000 гектаров, и мы его будем поднимать до 1000 гектаров. По картофелю планируем 1400 гектаров. Вот. Но этого пока достаточно, можно сказать, чтобы мы себя обеспечивали овощной продукцией, это открытый грунт, я имею в виду, и картофелем. Семена есть, осталось только дождаться нужного времени и засеивать поля. А для благополучного всхождения первых ростков и в дальнейшем сбора богатого урожая Минсельхоз наперед договорился о приобретении удобрений. Мы централизованно закупаем удобрения через Агрохимшелка. У нас полностью законтрактовано план закупки удобрений. На сегодняшний день поставки уже идут, и с удобрением у нас нет никаких вопросов и никаких проблем. За неделю до начала посева Россельхозцентр проведет фитоэкспертизу на посевные качества семенного материала. В прошлом году все ГУПы республики порадовали рекордным урожаем всех культур. В среднем было собрано 35-40 центнеров с гектара озимых и 40-50 яровых культур. В 2023-м планируют достичь тех же отметок. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев. Новости 24.